Ассаляму алейкум. Сегодня мы по адресу Химиков 60 у Марселя. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Бир колына. Ассаляму алейкум. Машаллах. Мы недавно познакомились с вами. Я увидел вас на улице. Субханаллах, я помню этот момент. То есть я вообще шел в магазин, а вы проходили мимо, и я заметил, что девушка катит коляску. И сидит мужчина симпатичный, но ничего делать не может сам. Хотелось бы все-таки вас познакомить с нашим городом, с нашими жителями, потому что наша задача все-таки это, чтобы мы были ближе друг к другу. Итак, Марсель, что с тобой случилось? Как так произошло, что ты вот в таком положении? В 2012 году на свадьбе у товарища, второй день надо был там, получается, поехали купаться, жаркие же не были. Вот с теплохода нырнул, получается, головой вниз. Неправильно в воду зашел, перелом шеи, позвонка пятого. Вот, по милости Аллаха еще жив остался. 90% уже случаев они умирают, как бы. Они вот когда шею ломают, сознание теряют. То есть в легкие вода попадает, сразу вниз уходит. А я, получается, сознание не потерял в этот момент. Под водой глаза открыл, думал, в сеть что ли попал. Выплыть не могу уже. То есть меня руки, ноги парализовало, понять не могу, что происходит. Думал, в сетях что ли, в сети какие-то попал, что. И вот там человек первый, который нырнул, он заметил то, что я выплыл. То есть у меня, то, что воздух во мне, то есть я выплыл наверх, как поплавок. Ноги, руки внизу уже, голова внизу. И вот меня заметили, с берега выбрали, подняли. Вот, вытаскивали, момент тоже помню. Потом уж все смутно, недели две прошло, уж я потом спросил просто, какое число. Уже не понимал, уже там после этого там шок был, больницы, уколы, там всякие эти, там уж пошло-поехало. И вот так уж пролежал, можно сказать, месяца 4-5, просто лежал, то есть вверх, смотрел, что происходит, вообще не понимал. То есть ты просыпаешься, обычно ты проснулся, встал, пошел мыться, а тут просыпаешься, уже хочешь это сделать, а уже не можешь. Не осознаешь уже это, как бы. Сначала психологически было трудно все это пройти, преодолеть, как бы. Потом уж начал сознание приходить потихоньку уж с этим начал бороться. То есть ты или себя вниз покатишь, с одной стороны, или ты будешь выкарабкаться. Тут, два случая только у тебя. Понимаешь, что тяжело, надо, вперед идешь уж. Все произошло, как бы. И много чего уже за это время осознал, понял, как бы и с этим можно жить, бороться. Ничего в этом страшного такого, как бы уж нет. Был случай такой тоже. После операции лежу, и воды сильно захотелось. И мне дали воду так попить. Такая сладкая показалась для меня, думаю, лучше, думаю, буду жить так всю жизнь. Буду пить эту воду, вкус воды почувствовал, то есть ценить начал жизнь, что от воды, от того, что хлеб, вот это все, ценишь жизнь. Даже попить воды вы не в состоянии, получается. То есть надо, чтобы кто-то вам поднес воду. Да. Вот это понимание, то, что надо идти вперед, надо что-то делать. Что же это такое идти вперед и что же это надо делать, находясь в неподвижном состоянии, когда только смотришь на потолок? Что вы подразумевали под этим? Что это такое идти вперед? Надо жить, стремиться. У тебя выбора нет больше. Или ты будешь лежать, плакать, слюнявить, то есть хаять под себя, кричать, кричаться. Или ты это примешь и начнешь жить одно из двух, или ты сам себя потеряешь, или ты найдешь себя в этом мире. То есть идти вперед, это в первую очередь, значит, не пасть духом. Да, в первую можно так очередь, сказать. Но по первоначалу это очень тяжело понять такие вещи. Я говорю, просыпаешься, ты хочешь в движение войти, допустим, а ты не можешь уже.
это сделать, это момент такие тоже тяжелые. То есть ты понимаешь, что до этого у тебя было все как бы. Ты работал на том же самом предприятии, допустим, я на химии работал. То есть ты уже хочешь одно, а у тебя уже, ну, ты понимаешь, что ты ничего не можешь уже как бы. То есть надо что-то думать, придумывать, самому жить дальше больше как-то. Где вы работали? На химии, теплоцех, 2-я зона. Сначала 18 лет ушел в армию, 2 года там морпехом. Потом приехал сразу в МЧС в 91-ю, нашу пожарку. Потом уже на химии по специальности. Тут нефтехимический я закончил, получается, и туда по специальности ушел. Ну вот, потом в университет поступил оттуда. Ну, техническое образование такое, то есть на повышение там тяжело пойти. То есть нам была вышка, в универ поступил к КГУ. Там 1 курс отучился, и вот такая ситуация произошла, и все. На тот момент вы были женаты? Не. То есть как у вас вот дальнейшая жизнь сложилась? То есть вы, Ну, когда случай произошел, вы не были женаты, да? не. Ну, потом все у меня, ну, можно сказать, я полгода вообще ничего не делал. То есть лежал постоянно в больницах, что? Потом дальше больше. Потом приехал с больницы, дом, потом обратно больница. И вот так, ну, это не больница, уж реабилитация. Мгм. То есть большая часть по реабилитации, по больнице. Потом с женой познакомились, по милости Аллаха. То есть вот То в есть таком, она, в таком да. состоянии ты познакомился Да, своей будущей женой, супругой. будущей супругой, да. То есть она приняла меня таким, какой есть. Ну, мы познакомились в интернете, немножко пообщались. Вот, мне стало очень интересно про него больше узнать. Вот, мне очень понравилось то, что человек, я практически его и не видела, его фотографию, да, по-моему, ты потом только отправил. Как он живет, как он справляется. Вот, ну, мне больше понравилось то, что он целеустремленный, он хочет жить, ничего не боится. Мне вот вначале так показалось, потом на самом деле так и получилось, так и подтвердилось. Он живет активней здоровых мужчин. Вот. Ничего не боится. Ради Аллаха, Аллах вперед. И вот до сих пор вот утром мы встаем в 6 утра. Все, просыпаемся, Аллах, турайда, киттик дальше. Пока вахыт бар, новый день начался, айда деп. Мы вот почти вот год живем. Я вот столько вот с ним прожила, и вот сколько у меня в прошлой жизни было, я столько не увидела с ним, сколько вот он мне показывает. Мы, получается, поженились, да, никах у нас был, да, и без через день или в октябре мы через день или на следующий день. Говорит, айда киттик Сочиға. Мы это ничек, поехали в Сочи. Вот у него друг, он нам помогал, мы втроем полетели в Сочи. Он мне весь Сочи показал, Адлер. Потом говорит, айда поехали в Абхазию. Абхазию поехали, машину наняли. Шла это этим летом в Крым поехали. Вот так вот шундай кеше. Ничегенде аны яратмыйсың, яраттым уже всем сердцем. Че, белыйсың, что ли? Нет, Он меня принял, такой, какой я есть, с 3 детьми, яратты, балаларымды. Тик отырмайбыз, күнде кайдыр чыгабыз, занимаемся, мына ипташларны чакыра, мы вот занимаемся утром массаж, шунасын собираемся тышка чыгабыз, прогулка, особенно пока лето. То есть это надо просто понять, когда мне 25-26 до травм. То есть люди, когда на коляске были, я думал, они так рождаются, я не думал, что человек может сломаться и таким быть, как бы. Говорю, Всевышний сделал так, то, что, ну, меня просто принял, нашелся такой человек, как бы. Всем благодарен за это. Тут же надо понимать, что с одной стороны, вот ваша супруга приняла такое решение, да, то есть с одной стороны. С другой стороны, вы как мужчина берете эту все-таки девушку, Ну, это женщину, ответственность же, понятно, да, да, конечно. То То есть и дети.
Да, то есть и дети, то есть и получается, первое решение вы приняли лежачим, да, что вы должны жить, должны идти вперед, как вы сказали, так ведь? А второе – это взять семью с 3 детьми, семью с 3 детьми взять, как я не ответственность. считаю, что это как бы какой-то такой тяжелый шаг, как бы дети это жизнь, радость Да, да. этого мира, как бы. Да, когда мы пришли, мы застали Марселя вот над таким приспособлением, скажем так, да, здесь и телефон, здесь и планшет. Ну, Значит- телефон это уж на голосовом, то есть могу принимать, то есть мне звонят, то есть и позвонить сам могу, и этот, то есть на голос реагирует. То есть функции такие есть. Мгм. Планшет уж, да, уж, ну, Ну, приспосабливаюсь. а как вы без рук, вот, общаетесь, вот, как вот вы ведете деятельность? Зубами. Можно посмотреть? А? Допустим, ну, дотянулся там, и вот тут дальше больше уж, и ушел. Ну, то все печатает, все делается, все то же самое. Все то же самое, только да, вместо рук уж зубы. Мгм. Тут уж деваться некуда. Также можно нарисовать, допустим. А Такие вы штуки. чем занимаетесь? Вот, Да разные, может быть, как бы уж, ну, больше уж, допустим. Тоже вот один брат есть там, в Белорецк, тоже в аварию попал. Ну, шейник тоже, ну, шея сломался. Тоже мед там продает, тушенку, допустим, могу оттуда взять, сюда привезти ее, то есть продать, допустим. То есть Здесь вы заотнуется, да, то есть торговлей занимается можно. То есть где-то там поменьше взял, здесь где-то побольше купил, допустим. то есть вы зарабатываете таким образом, Да, получается? может так. А тут, то есть, если ты физически не можешь, то есть тут надо головой же работать, получается. То есть, если головой нужен интернет, то есть все это совмещаешь просто. То есть на месте сидите, с одной стороны, но на месте не сидите, получается так. Крутитесь, как можете. Так же, Да. да? Такое выражение же есть. Кручусь, как могу, чтобы прокормить семью. Так ведь? Да, то есть действительно мужчин, я поэтому и говорю, то есть вот эти вот ответственные принятия решений, ответственные, значит, отношения к происходящей ситуации. И они, вот именно вот это вот переживание, или вот это мы говорим ответственность, да, то есть она заставляет делать действия. Ну да, руки были бы полегче было бы, конечно, то есть там стрелами заниматься, там баскетболом можно, что-либо. Тут Мгм. уж ситуация чуть другая, тут уж приходится уж просто жить. Хоть и без занятий. Ну, занятия вот уж, конечно, вот уж коленный упор. То есть стоя занимается, Мгм. друзья приходят, братья вот стоим, занимаемся. Мгм. То есть закидывают сюда, вот стою позанимаюсь, там велик кручу, резинками, то есть могу позаниматься. То есть немножко как-то велик кручу, это имеется в виду, что немножко ногами делаете, да? Что-то? Нет, у меня электрический велик есть. Электрический. Да, то есть я вот. То есть Он нач- сам принудительно, да, да, ваши да, ноги да, разминает? то есть на время ставишь его, то есть, ну как день начинается? С утра намазал, встали, чуть уж отдохнули, дети в школу, все там, жена массаж делает, все, растянем, все, оденемся, все, помоемся там, придут здесь в 11 часов, братья, кто могут, еще друзья, вот встаем, часть здесь позанимаюсь, потом вот ноги, руки, то есть сначала занятия, как бы для себя сначала спорт, то есть Мгм. тонус держать, то есть это же, да, чтобы, ну, может и руки пойдут, то есть этим тоже запускать не надо, то есть сидя дома, то есть в бытие, это уже быть же, как бы, Да, да, да. можешь ты и работать, но тут еще такая ситуация, то, что надо и заниматься, то есть ты можешь каторгах, как бы, Да, да, я понял. ну, то есть ты застынешь просто, то есть не будет массажа, то есть если не будет занятий, ты просто, ну, скрутишься, организм надо поддерживать. Мгм. То есть тут такая ситуация, то, что ну, в любой момент может, то есть начать зашевелиться. То есть, Серьезно? ну да, многие Есть? случаи есть, но есть случаи, да. Есть шансы, что могут ручки зашевелиться и ножки, да, пойти. Ну, ко мне вот приходил тут в город тоже человек, то есть он сломался, 2 года жил. Там вообще раньше там уже не было этого, таких центров, не центров, там Да-да-да. 80-е годы. Вот сам себя на ноги поднял. Мы традиционно как бы так просим, чтобы наш герой, он обратился немножко к горожанам. Что ты сказал?
чтобы ну, какое-то свое, может быть, напутствие, может, какие-то слова. Цени жизнь. То есть самый тоже воздух вышел, то, что можешь подышать, попить чай, душ, помыться ты можешь, там, ну, просто, ну, элементарная вещь, то есть это надо ценить, научиться жить свою. Говорю же, были моменты, то есть, я думаю, я буду всю жизнь так лежать, но буду эту воду пить. То есть мне за того пить хотелось. Мне дали так воду, ну, я вот тогда понял, что, ну, ценнее даже воды ничего нет. Никуда не бегу, ничего, а жизнь, она вот же, и жена, и дети, и растишь. Иншаллах, и своих хотим сейчас. Это она же вот, как бы, жизнь, вот же она, как бы, вроде В моменте, стоит, да? да, В моменте. да.